можно пары онлайн проводить? Ну, это в крайнем случае. Так-то это не одобряется руководством. Да и, честно говоря, пара онлайн это хреново, потому что сосредоточенность очень сильно падает. Потому что пришли, вам уже деваться некуда. И вы, очень, даже если половину времени отрываетесь на телефон, то вам все-таки, вы уже тут, и вам легче строиться, когда вы дома, там, кто-то там что-то говорит, можно чай поставить, что-то там в Телеграме, рилсик прислать. Вот это все. И как-то то и сё, и как-то теряешь уже нить, и тяжело вернуться. Это мы все в ковид прошли очень хорошо. Вы-то молодые, в школе ковид застали, да? Вот, а я как раз студентов учила. И студенты, которые матанализ, вот особенно первый курс, проходили вот так дистанционно, это просто был самый мертвый курс, они потом не могли ничего. Просто ничего. Ну, судя по тому, как мы хорошо все помним с первого курса матана. Ну вот у них все было ужасно. Там просто это потерянный год в этом плане. Ничего не помню. Так, ну что же, кажется, мы можем начинать. Ну, собственно, начинается тот материал, который у нас войдет с вами уже в экзаменационную программу. Это регулярно. Какая там у нас лекция сегодня? 12. 12. Да? Так, лекция 12. Ряды Лорана. Итак, пусть у нас ситуация такая. У нас есть какое-то кольцо с центром в точке А, ну и, соответственно, вот оно какое-то такое. Да, то есть вот здесь у нас радиус R маленькая, а здесь у нас радиус R большой. Такие кольца мы будем обозначать в R. При этом мы будем допускать, что R маленькая может быть равно нулю, а R большое может быть равно бесконечности. То есть внутри может быть только точка выколота, например, да, а внешнего кольца может не быть наоборот. Вот. И мы будем изучать, а что происходит с функциями, которые голоморфны вот в таком кольце. Потому что происходит с функциями голоморфными в круге, мы уже знаем. Они раскладываются в ряд Тейлора, да? А вот в кольце интересный вопрос. И кроме того, он довольно, понятный, потому что в целом наши функции, они так и устроены, да, они обычно, как минимум, вот есть какая-то точка, в которой есть проблема, да, вы уже на семинарах насмотрелись с вами. Но при этом в окрестности в проколотой она голоморфна, да, это уже кольцо. Это как раз функция такого типа, где как раз внутренний радиус равен нулю, да, например. А если у меня, например, несколько особых точек, да, у функции каких-то, и я беру какую-нибудь, например, точку вот здесь, то я могу сказать, что у меня, например, функция, она будет голоморфна, например, вот в таком кольце. Да, вот, чтобы эта точка в него не попала уже, а эта точка в него не попала еще. Да, тоже будет функция голоморфна в таком кольце. То есть это, в принципе, адекватный для изучения объект. Такие функции изучать имеет смысл. Да? Как они себя ведут. Итак, вот именно про такие функции будет наша теорема. Теорема Лорана. Сейчас у нас включены границы, не включены границы в этом кольце. Я сейчас все напишу. Это пока я подвожу вас к объекту. Итак, значит, пусть у нас есть f, которая голоморфна в кольце V. Значит, вот V это кольцо, такие Z, что Z минус A по модулю больше, чем R маленькая и меньше, чем R большой. Да, мы всегда говорим о голоморфности в области, поэтому границы не входят. В частности, допускается, что R0, то есть R больше либо равно нуля, R большой больше, чем R маленькая, и допускается, что R большое бесконечность. Может не быть внешней границы. Окей. Итак, вот F, она голоморфна в некотором кольце. Тогда оказывается, что она в этом кольце тоже раскладывается в ряд. Но не в ряд Тейлора, а в ряд Лорана. Он будет, кроме положительных степеней по z минус a, содержать еще и отрицательные степени по z минус a.
Итак, тогда для любого z из кольца f от z есть сумма ряда cn на z минус a в n, где n бегает уже от минус бесконечности до плюс бесконечности. Значит, кто такие cn? Cn это интеграл, да, единица на 2πi, интеграл, тот же самый совершенно вид, что у нас был, f от z на z минус a в степени n плюс 1, да, по z минус a равно ρ по окружности. Ну, по какой окружности? Ну, по окружности, которая находится внутри кольца, да? То есть ρ должно быть между r и r, да? Коэффициенты эти, естественно, не зависят от выбора ρ. Значит, f от z, оказывается, вот так вот раскладывается. Что понимается под сходимостью вот такого ряда? Под сходимостью такого ряда понимается сходимость двух рядов. Да, где под сходимостью ряда подразумевается. А условно или абсолютно? Ну, пока что просто сходимость. Да, то есть ну, просто буквально заявлено, что f от z есть сумма ряда. А все остальное я скажу дальше. Но несложно догадаться. Несложно догадаться, зная, что мы знаем о сходимостях степенных рядов. Итак, под сходимостью ряда подразумевается, что сходятся оба ряда, да, по положительным и по отрицательным. То есть стандартный кусочек, так сказать, тейлоровский, и кусочек по отрицательным степеням. Ну, давайте я его в более, так сказать, привычном виде напишу, да, чтобы он как ряд выглядел все-таки. n от единицы до плюс бесконечности. Да, здесь будет правильно написать c минус n, z минус a в степени минус n. То есть теперь он выглядит как степенной ряд. Странно, это эквивалентно? Ну, обычно же, когда у нас такой двухсторонний ряд, мы говорим, что у нас частичные суммы сходятся, вот такие двойные. Это эквивалентно? Сейчас. Ну-ка, вот давайте-ка аккуратненько. Как раз таки что мы говорим? Что за частичные суммы? Частичные суммы от минуса до n. Ну смотрите-ка, вы когда так говорите, вы на самом деле, это то, что называется, ну, условно говоря, аналог интеграла в смысле главного значения. Да. Потому что это довольно хреновая штука. Она, ну, в смысле, это хуже, чем по такому определению могут сходиться ряды, которые по такому не сходятся. Ну, да. Потому что вы берете симметрично. Да? Это как есть сходимость интеграла, и сходимость интеграла в смысле главного значения. Когда у вас, например, по прямой, вообще-то по определению вы должны сказать, я разобью интеграл на 2 от 0 до бесконечности, до 0, и мой интеграл по определению сходится, когда сходятся оба. Но есть типа более такой обобщающий, да, смысл, когда мы говорим, ну, давайте попробуем придать смысл расходящимся, хотя бы в случае, когда вот такие симметричные сходятся от минус n до n, да, и тогда у вас появляется как бы, что интеграл расходится, но сходится в смысле главного значения. Вот то, что вы говорите, это тоже как бы в смысле главного значения, потому что вы берете симметричные суммы. И у вас может сойтись ряд, который расходится. Вот. А здесь имеется в виду именно, что мы просим от каждого ряда сходить. Значит, вот эту компоненту тейлоровскую, вот этот кусок ряда, называют правильной частью. Ну, просто потому что он тейлоровский. Ряда Лорана. А вот эту, которая содержит в себе всю информацию об особенностях функции, называют главной частью. Ну что, теорема ясна? Давайте доказывать. Я даже картинку понравилась. Итак, ну что нам надо доказать? Первое, понятное дело, надо доказать, что выбор коэффициентов ценных никак не зависит от выбора числа ρ. Тут как бы доказательство, оно в целом
целом аналогично доказательству теоремы Тейлора, но просто чутка пообъемнее. Итак, первый пункт. Почему ценный не зависит от выбора ро? Как вы думаете? По интегральной формуле Каши. Конечно, по интегральной формуле Каши. Потому что если я возьму здесь ρ1 и ρ2, то между ними моя функция, которая у меня вот под интегралом, она будет голоморфна, правильно? Потому что f от z голоморфна во всем кольце, z минус a нулю не равна голоморфна во всем кольце, значит частная голоморфная функция. Значит, я могу применить интегральную теорему Каши для многосвязанных областей и сказать, что интеграл по границе 0, а граница это, собственно, две моих окружности. Значит, интегралы по ним равны. Итак, давайте это запишем. Значит, действительно, наша f от z на z минус a в степени n плюс 1 будет голоморфна в круге ρ1 меньше z минус a меньше ρ2, да, если мы выберем ρ1 меньше ρ2 больше r меньше r. Взяли два каких-то различных. Следовательно, интеграл по границе вот этой фигни это 0. Да, причем здесь, заметьте, тут вообще-то n может быть отрицательной степенью, да? Но это не важно, потому что, опять же, поскольку там в 0-то эта величина не обращается, то эта функция все равно голоморфная. Z минус a в степени минус n минус 1, она голоморфна независимо от того, отрицательная там степень или положительная. Поэтому все равно эта функция оказывается голоморфной. Значит, этот интеграл равен нулю. С другой стороны, он равен чему? Интегралу по z минус a равно ρ2, пройденному в положительном направлении, минус интегралу по z минус a равно ρ1, пройденному в отрицательном направлении. Да. Ну, все, значит, они равны. Доказали. Так, ну что же, теперь, когда мы знаем, что, опять же, ρ можно выбирать любым, то мы, конечно же, опять будем выбирать его, ну, в зависимости от нашей точки z, в которой мы собираемся описать равенство. Итак, фиксируем точку z. И пытаемся доказать, что ряд к ней сойдется. Итак. Значит, у нас есть r маленькое, r большое, да? И вот где-то у нас есть точка z. Правильно? Так, ну и что же? Выберем ρ. Ну, давайте выберем ρ так, чтобы оно было больше, чем z. Ну, расстояние, в смысле, от А до... Вот это будет ρ. От А до z пусть будет меньше, чем ρ. Итак, выберем ρ больше, чем модуль z. Z мы зафиксируем, соответственно, можем выбрать такое ρ. Отлично. Ну, что тогда? Что тогда? Тогда мы можем воспользоваться интегральной формулой Каши. Правильно? Значит, что у нас получится? У нас наша fz. Это что такое? Значит, это интеграл f от z над z минус z, правильно? Над z минус z, dz, единица на 2π. Интеграл по, ну, соответственно, z минус a равно ρ. Так, давайте посмотрим. Ну, действительно, сама функция f от z у нас
голоморфно во всем кольце. Голоморфно во всем кольце. Точка Z находится вот в этом кольце у нас. Нет. Вот так мы сделаем. Потому что внутри у нас, да, проблема. Сейчас как будто бы круг у нас, граница же это круга. Вот. Поэтому мы возьмем, вот это будет опять же ρ2, а вот это будет ρ1. Вот так, собственно. Вот, значит, выберем ρ2 больше, чем z минус а, и ρ1 меньше. Ну и, соответственно, больше, чем r, меньше, чем r. Вот. Тогда как раз по ЕФК это будет разность, да, интегралов вот этого и вот этого. Граница по нашей граница нашей области это как раз две вот эти окружности. Опять же. Ну, я тут написал минус, поэтому плюсик. Вот. Теперь согласна. Вот в этом кольце f точно голоморфно. Голоморфно. Точка z все равно в этом кольце находится, потому что вот вы так выбрали оба радиуса. Согласны? Все окей? Отлично. Значит, выполнено равенство по интегральной формуле Каши. Отлично. А зачем мы вообще брали ρ1, чтобы они были не r маленькое, r большое? Ну, потому что мы интегрировать собираемся функцию по этой границе. А как мы будем ее интегрировать там, где мы вообще про нее ничего не знаем? Вы предлагаете взять сами r маленькое, r большое, я вас правильно понимаю? И тогда я должна буду интегрировать по, типа, z минус a равно r маленькое. Но у меня на самой границе про функцию вообще ничего не известно. Наш голоморфно внутри кольца. Поэтому я должна отходить. Вот, ну и все. А дальше давайте теперь применять тот же самый прием, который мы использовали в Тейлоре. Да? Будем использовать геометрическую прогрессию. Нам нужно создать степени z минус a. Соответственно, давайте добавим и вычтем а. И попробуем воспользоваться геометрической прогрессией, которая мы знаем, что сходится, когда ее знаменатель меньше единицы. Да? Итак, значит, что у нас тут получится? Ну, понятно, мы сделаем минус а плюс а. И вот давайте посмотрим, значит, что мы будем вытаскивать. Давайте я напишу сначала дробь, да, а потом я сотру сразу, чтобы мы сразу подумали, что надо вынести. Так вот, значит, если у меня z минус а равно ρ2, да, то у меня что на что делить меньше единицы? Z минус а над z минус а или наоборот? z минус а делить на z минус а. Совершенно верно. Совершенно верно. Значит, я должна вынести z минус а правильно сюда. И у меня получится вот так. Да? Согласна. Вот. И вот это число, оно меньше единицы по модулю. Потому что z бегает по z минус а равно 2. А во втором интеграле мне, конечно же, надо сделать наоборот. То есть там я вынесу z минус а. И вынесу с минусом, чтобы у меня было 1 минус что-то, а не что-то минус 1. Соответственно, будет вот так. И получится 1 минус z минус а на z минус а. И здесь уже вот это число меньше единицы по модулю. Потому что z минус а по модулю равно тут ρ1. Согласны? Так, отлично. Ну, здесь у нас z. Вот. Супер. Ну что, поехали раскрывать геомпрогрессию?
Значит, это нам вообще не мешает. А здесь у нас геометрическая прогрессия с знаменателем меньше единицы. Значит, мы получим z минус a над z минус a, значит, v n от нуля до бесконечности. И здесь мы получим z минус a на сумму z минус a в степени n на z минус a в степени n, опять же n от нуля до бесконечности. Вот они появились отрицательные степени, да? Ну и в сущности все. Останется поменять местами интегралы, да? Интегралы ряд. Итак, то есть у нас получился здесь интеграл ряд. Давайте собирать. Значит, f от z, да? Z минус a в степени n, z минус a в степени n плюс 1. dz. И, соответственно, сумма f от z минус a в степени n, z минус a в степени n плюс 1. Вот, значит, здесь у нас z минус a равно ρ1, а здесь z минус a у нас равно ρ2. Отлично. Ну что теперь? Теперь нам надо поменять интегралы ряд местами. Для этого нам нужна равномерная сходимость нашего ряда по z на окружности. Да? Таким мы уже занимались. Давайте, ну картинка нам, кажется, уже наконец не нужна. Что у нас получается? Ну давайте пока просто, да, сам ряд унаследовать. Значит, нам нужна его равномерная сходимость. То есть нам нужна какая-то, мы хотим, конечно, произвести трасса, значит, нам нужна оценка, не зависящая от z. Ну, поехали. Значит, f от z на z минус a. Z, я напомню, число фиксированное, поэтому это просто параметр. Это минус a в степени n плюс 1. Да? Значит, смотрим на, значит, вот это, смотрим на z минус a равно ρ1. Да? Чем оценим? Ну, f оценим супремумом. Она там у нас голоморфна, значит, непрерывно, компакт, значит, какого-то супремума своего достигает. Значит, это не происходит m, которая супремум f на этом кольце. На z минус, ну, модуль z минус a в степени n, это просто число, да? Число в степени n. Так, и модуль z минус a на этом кольце у нас в точности ρ1. ρ1 в степени n плюс 1. Правильно? Значит, что мы получили? Мы получили числовой ряд, из которого мы можем вынести m на ρ. Это просто константа какая-то неравная нулю. Модуль z минус a. Почему на ρ1? На ρ2. Это же будет первый ряд. Нет, Следите вы за мной, да? ну, Я вот так вот пальчиками тут тунг-тунг. И все сломаю. Да, на ρ2. Вот это все в степени n. Правильно? n от нуля до бесконечности. Вот это число у нас меньше единицы. Согласны? Все. Значит, этот ряд сходится, сходящийся числовой ряд, умножен на константу. Значит, по признаку Вирштрасса наш ряд сходится равномерно. Есть равномерная сходимость. Ну, со вторым, естественно, все то же самое. Z минус a равно ρ1. Там у нас другой ряд, да,
f от z на z минус a в степени n на z минус a в степени n плюс 1. Ну, по сути-то ничего не меняется. Там какой-то n с волной на ρ1 в степени n на модуль z минус a в степени n плюс 1. И опять мы имеем числовой ряд m с волной на модуль z минус a, это какая-то константа, на ρ1 делить на модуль z минус a. И все это в степени n. И опять это число у нас меньше единицы. n от 0 до бесконечности. Значит, опять сошлись. Сходится. Значит, опять есть равномерная сходимость исходного ряда. Согласны? Значит, можем представлять. Значит, можем представлять. Итак, в силу равномерной сходимости, которую мы только что показали, равномерная сходимость на этих окружностях, мы получаем, что можно переставить ряд интегралов местами. Давайте же переставим. Значит, здесь у нас получилось n от 0 до бесконечности, единица на 2π я внесу внутрь, чтобы прямо у нас тут все собиралось, да? Интеграл. Так, интегрировать я буду под z, так? Соответственно, от z ничего не зависит, я смогу это как константу вынести за интеграл, да? То есть у меня получилось f от z на z минус a в степени n плюс 1 dz на z минус a в степени n. Здесь, да? Плюс n от 0 до бесконечности, единица на 2π, интеграл f от z на z минус a в степени n, и давайте я опущу знаменатель, напишу z минус a в степени минус n. Минус n. dz и на мою степень, да? На z минус a, на где она? Вот. На z минус a в степени. И давайте я наоборот его подниму, да, и напишу. Ну, для единообразия, чтобы мы получали тот вид, который мы хотим получить. Да? Так, значит, что мы видим? Здесь у нас z минус a равно ρ2, здесь у нас z минус a равно ρ1. Сейчас, и получается, мы получаем то, что сходятся вот эти ряды, просто за счет того, что сходился внутренний ряд. Конечно. Конечно. То есть это, собственно, теорема, да, перестановки рядов и интегралов, что соответствующий ряд будет сходиться, причем известно куда. Так, что мы имеем? Это наши ценные, как раз таки, правильно? Значит, это ценные при n от 0 до бесконечности, а это как раз таки c с индексом каким? Минус n минус 1, правильно? Здесь же степень на единицу меньше, чем нужная. Там же степень n плюс 1 в определении. Значит, это c с индексом минус n минус 1. И действительно, здесь z минус a в степени минус n минус 1. Ну, значит, мы получили действительно, что оба этих ряда сходятся, и сумма этих пределов есть наша f от z. Да? Ну, все. Мы победили. Ура! Вопрос. Может, такое, что не будет минимальных ценов, то есть будет сколько, ну, как бы не нулевой центр со сколько угодно маленьким индексом. Вы имеете в виду, может ли быть бесконечно отрицательных индексов? Да, конечно. Возьмите, например, функцию e в степени 1 z. Для e в степени z вы знаете разложение? Ну, да. Вот и все. Да. Как у нас так? У нас получается, что если у нас оказалось, что оно не только в кольце голоморфно, а если оно в внутреннем круге тоже голоморфно, то у нас, получается, не должно быть второй суммы. Правильно. Должно быть только Тейлор. Справедливо, как вы думаете, почему не будет второй суммы? По поводу какой-то интеграл 0, видимо. Они все нули будут. То есть там голоморфная функция. Конечно, потому что степень n же тут отрицательная, Да. значит, она поднимается назад в числитель, вы получаете произведение, а
z минус а сама по себе это голоморфная функция в кольце, правильно? Это деление на нее не голоморфное, а умножение будет голоморфное. Вы получите интеграл голоморфной функции, которая равен нулю. Да, конечно, то есть для Тейлора это, естественно, Тейлор это на самом деле, конечно, частный случай Лорана, конечно. Для вот этого вот, когда в произведении типа, получаем f от z минус а в n, нам же нужна еще голоморфность в а. Разве нет? Ну, мы же не голоморфны здесь в Настя а. же говорит, если бы была голоморфна в круге. А, во всем круге. Да. Она, собственно, спрашивает, типа, если бы была голоморфна в круге, Я понял. то должно вроде как сходиться, а что-то странное. Вот я говорю, что да, все сойдется ровно по причем, да. Ну, из ее предположения как раз и следует голоморфность точки А. Так, хорошо. Ну что же, разобрались, кажется, с теоремой. Теперь, отвечая на ваш вопрос, собственно, про абсолютную условную, я думаю, что вы уже за это время догадались, это ответ, но тем не менее, давайте мы его сформулируем, да, это теорема, опять же, можно сказать, Абеля. Думаю, что это просто что не важно. Потому что мы все равно будем говорить про радиус сходимости, а внутри радиуса всегда будет сходиться. Как? Ну, в смысле, абсолютно вне зависимости от того, что Конечно. скажем влияние. Это же степенные ряды. Это степенные ряды, а про степенные ряды мы все знаем, на самом деле. Это же сумма двух степенных рядов получилась. Правильно, поэтому мы все про них знаем. Итак, теорема о сходимости ряда Лорана давайте назовем. Где вообще сходится ряд Лорана? Итак, пусть у вас есть просто ряд Лорана какой-то, да? То есть вот у вас есть какой-то bn на z минус а степени n от минус бесконечности до плюс бесконечности. Вот какой-то ряд такого вида у вас есть. Где тогда он сходится? Тогда он сходится, то есть как найти соответствующие коэффициенты. R большое – это, опять же, единица на верхний предел из корней n степени модулей b n при n стремящимся к бесконечности. Плюс бесконечности. А R маленькое – верхний. А R маленькое – это просто верхний предел, без единиц. А корней n степени модули b минус n при n стремящимся к бесконечности. Итак, вот, соответственно, опять же, допускаем в том числе бесконечные значения и считаем, что 1 на бесконечность равно, как стандартно для радиуса сходимости действия. Тогда наш ряд сходится, причем абсолютно, в круге, в нашем кольце V, R меньше Z минус A меньше R. Ряд сходится абсолютно в кольце и расходится в любой точке вне кольца, снаружи кольца. Причем, кто расходится? И, значит, правильная часть расходится при модуле z минус a больше r, а главная часть расходится при модуле z минус a меньше r. Да? И, значит, правильная часть расходится при модуле z минус a больше r, а главная часть при модуле z минус a меньше r маленького. Как всегда, на границе может быть что угодно, как мы знаем. И при этом на любом компакте внутри кольца ряд сходится равномерно, в том смысле, что оба ряда сходятся равномерно. Это для любого компакта V, значит, ряд сходится равномерно. Это тоже, значит, мы получаем. Ну и, наконец, давайте сразу сюда же, да, а к чему он сходится, к функции, к которой он сходится, оказывается, обязательно будет голоморфным внутри этого кольца.
кольца, да, сумма такого ряда голоморфного внутри кольца V, а BND окажутся ее коэффициентами Лорена. То есть сюда же как бы и единственный засунем, давайте. При этом f от z, которая есть сумма такого ряда, оказывается, непременно будет голоморфна v, и bn будут равны c, будут равны ее коэффициентам Лорена. Вот такая теорема замечательная. Тем не менее, весь этот огромнейший набор фактов, он на самом деле просто следует из всего, что мы знаем для степенных рядов, то есть для рядов Тейлора. Поэтому давайте просто это постепенно обсудим. Да? Значит, что у нас тут получается? Есть два степенных ряда. Ну, то есть равномерная исходимость у нас, видимо, определяется тем, что как раз два ряда. которые- Конечно, конечно. Это же степенные ряды, мы все про них знаем, как бы. Окей. Поэтому ничего тут не происходит, на самом деле, страшного и принципиально нового. Перед нами сумма двух степенных рядов. Про степенные ряды мы знаем все. Итак, давайте посмотрим. Значит, ну, мы знаем, что правильная часть, да, значит, ну, давайте я назову ее f1 от z, да, вот этот вот, bn на z минус a, bn от нуля до бесконечности, да, вот правильная часть, она, собственно, сходится при модуль z минус a меньше r и расходится при модуль z минус a больше r. Ну, тут в чистом виде тейлоровский ряд, что тут утверждать. И мы знаем, что сумма этого ряда голоморфна в этом круге сходимости. f1 голоморфна значит, в этом самом модуль z минус a меньше r. И ряд это сходится равномерно на любом компакте. Ряд сходится равномерно на любом компакте, лежащем в этом самом круге. Ну, это мы все знаем по теореме Абеля. Так, давайте со вторым поработаем. Понятно, что там ну, чуть-чуть интереснее. Да? Значит, поехали F2 смотреть. F2Z. Значит, bn на z минус a v, вот так напишу, да? B, давайте так, b минус n на z минус a v напишу. Соответственно, n у нас от единички до плюс бесконечности. Правильно? Итак, перед нами степенной ряд. Степенной ряд. Просто аргументом этого ряда является 1 на z минус a. Правильно? Да. Правильно. Значит, мы знаем, где он сходится. Да, тогда, значит, он сходится при, ну, причем абсолютно, как и тот, при 1 на z минус a по модулю меньше, чем то, что мы назвали единица на r. Да, вот мы r назвали верхний предел, а, соответственно, настоящий радиус сходимости вот этого ряда единица на r. Правильно. Ну, тогда получается модуль z минус a как раз-таки больше r. Правильно? Ну да, значит, и расходится при обратном неравенстве. Пожалуйста. Так, хорошо. Значит, что мы тут знаем? Значит, мы знаем, что получается, вот если бы я взяла, да, сказала, что значит, он у меня, ну, может быть, просто удобнее будет, если я, так сказать, немножко вот сопутствующий вот этот ряд напишу. bn, b минус n на v минус, ну, просто на v в степени n. Вот так напишу его, просто чтобы он тоже был, да? Вот. Вот я знаю, что, значит, этот ряд сходится равномерно на любом компакте, лежащем в круге, значит, для любого k, лежащем в
модуль V меньше, чем R. Да? K, лежащий в круге, модуль V меньше, чем R. Ну, получается, какие здесь могут быть как бы неприятности для нас? Нам надо только, чтобы этот компакт через 0 не проходил. Нам надо только, чтобы этот компакт не проходил через 0. Тогда его образ, это тоже будет компакт. Да? Ну, то есть любой компакт, который у нас есть в нашем кольце, его образ здесь, это тоже компакт. Да? Образ компакта под действием непрерывного отображения. А единица на z-а это как раз таки непрерывное отображение, ну, точнее здесь это будет единица на v, условно говоря, да? Если оно не пройдет через 0. Да? Значит, соответственно, любой компакт под действием единицы на v отобразится в компакт, если этот компакт не содержит точку 0. Так как это отображение будет непрерывным. Вот. Соответственно, у нас компакт переходит в компакт при таком отображении. Поэтому, если у вас была равномерная сходимость здесь, а что это значит? Это значит, что у вас супремум g от v минус там частичные суммы супремум по v, который бегает из k, да? Он был меньше эпсилон. Для любого там, большого, ну, в общем, понятно. Но этот супремум, если v бегает по k, он равен, там же взаимооднозначное соответствие, единица на v это биекция. Правильно? Значит, это равно супремуму по z, который бегает в k1. Да? Z, который бегает в k1, по, соответственно, какое-то между ними соответствие, в 2 от z минус вот наш, собственно, вот этот ряд. Z минус a в степени минус a. Да? Единица на v, надо еще на a. Эти супремумы просто равны. Получается, если этот ряд сходится равномерно, раз я могу выбрать номер, когда это меньше эпсилон, значит и это меньше эпсилон при этом же номере. Правильно? Значит, он сходится равномерно по z из k1. Значит, вот этот ряд сходится равномерно по этому самому k1. F2. Понятно. Хорошо. Значит, что тогда получается, если мы собираем? Получается, что, ну что же, сумма сходится абсолютно на пересечении. Значит, утверждение, которое было, первый расходится тут, второй расходится тут. Тоже все это понятно, да? Мы видим, что как раз этот тут не расходится, он тут сходится, а этот тут сходится. Да? То есть вот при таком условии вот этот ряд как раз прекрасно сходится. Значит, если компакт попал в пересечение этих двух мест, то есть, собственно, в кольцо, то, получается, есть на нем равномерная сходимость. Что нам еще осталось? Голоморфность, правильно? Голоморфность нам осталась. По первой функции мы сказали голоморфность, про вторую нам нужна голоморфность. Что мы тут можем сказать? Ну, смотрите, G голоморфно. G голоморфно в своем вот этом модуле V меньше, чем единица на R. Правильно? Так, а что такое F2? F2 это композиция. Правильно? F2 это композиция. Каких функций? Ну, а плюс 1 на W и G от G от 1 на Z минус A, да. F2 это G от 1 на Z минус 2. G от 1 на Z минус A. Так. Вот. Соответственно, получается, если у нас модуль Z минус A
будет больше r маленького, то это не 0. Мгм. Да. Значит, вот это не 0, значит, это голоморфная функция. Значит, это у нас голоморфно в модуль z минус a больше r. Правильно? Вот это. Мгм. Значит, имеем композицию голоморфных функций. Да, образ попадает как раз под действием этого отображения куда надо, сюда. Там у нас голоморфно g. Отлично, значит, это вся красота голоморфна как композиция модуль z минус a больше, чем r. Победа. Сумма голоморфна. Успех. Единственность теперь осталась. Единственность осталась. Отлично. Значит, с этим все разобрались. Ну, с единственностью это понятно. Какая. Мы уже умеем. Отлично. Покажем единственность. Теперь мы уже знаем голоморфность. Ну, понятно, что. Значит, что такое БНТ? БНТ, точнее, не так, пока что такое ЦР. Мы уже знаем, что, значит, наша F голоморфна в кольце. Это мы уже доказали. Значит, мы можем посчитать у нее циенты. Класс. Значит, циенты это единица на 2πi, на интеграл, модуль z минус a равно ρ там какому-то, f от z на z минус a в степени n плюс 1 dz. F от z мы знаем в нашем кольце, представимо в виде ряда. Это просто условие нашей теоремы. Надо было z, конечно, писать. Ну ладно. В виде какого ряда? Ряда из bn на z минус a в степени n-катых, конечно же, в степени k, где k от минус бесконечности до плюс бесконечности. Так, dz. Бабам. Z минус a равно. Так, отлично. Загоняем внутрь. Ничего страшного, что у нас оно равномерно сходится на компактах. Как раз на компактах. Как раз на компактах, поэтому как раз сможем представить. Итак, значит, что у нас тут? Единица на 2πi, интеграл, z минус a равно ρ, сумма b-катых. Так, на z минус a в степени k минус n минус 1. dz. K от минус бесконечности плюс бесконечности. Так, ну и что же, хочется действительно переставить. Почему наш ряд сходится, опять же, равномерно? Новый. Это просто сдвинутый Это сдвинутый на константу ряд, Да. ну, на постоянное число членов. Поэтому радиус исходимости не меняются. Мгм. Да? Ряд сдвинут на константу членов, да? Фиксированное, на n членов. А это значит, что у него r и r не изменились. Следовательно, он сходится равномерно также в нулевом компакте v. Следовательно, сходится равномерно на том же самом v. Для нас это важно, чтобы мы поняли, что дальше на нашем компакте сходится. Значит, есть равномерная сходимость на нашем компакте. Значит, можно представлять. Ну, представляем. Значит, что у нас тут будет?
БКТ я вынесу, да? Интеграл. И z минус а равно ро. Z минус а в степени k минус n минус 1 z. Ну, я надеюсь, вы подготовитесь к коллоквиуму и скажете мне, чему же равен этот интеграл. Хорошо, готовимся. К минус бесконечности или... Отлично. Интеграл чему равен? Ну, там сейчас, кроме того, должны быть нулевыми. Совершенно верно. Этот интеграл, как мы знаем, равен нулю для всех членов, кроме какого? С какой степенью он не Минус ноль? один. С минус единицей. Итак, значит, он у нас равен нулю, когда k минус n минус 1 не равно минус единице, и равен 2πi, когда k минус n минус 1 равно минус единице. Ну, давайте это замечательное уравнение решим. Получится k равно n. Да? Отлично. Значит, все пропало, кроме случая k равно n. Когда k равно n это 2πi, они радостно сократились. Получается, осталось одно слагаемое bnt. Таким образом, cnt равно bnt. Ура! Единственность доказана. Сейчас, почему в отрицательных степенях тоже надо получить? Так мы же доказывали. Чё-то Мы вообще с этого начали наши интегралы, что любой z в степени n для любого целого n это 0, кроме минус единицы. Мы прям по определению посчитали в свое время. Итак, все понятно? Отлично. Так, ну и здесь, конечно, также можно дать неравенство Каши, которое доказывается совершенно аналогичной просто оценкой, просто из определения, да, неравенство Каши на коэффициент Лорана. Тоже его напишем. Получается, что модуль центах у нас не превосходит m от ρ на ρ в степени n, где m от ρ это максимум, да? Это цифраму модуля f от z по z минус a равно тому самому ρ, которому вы берете. То же самое в точности неравенства, просто мы понимаем, что тут n мог быть теперь и отрицательным. Правильно? Доказательство, ну, тут просто оценка та же самая, поэтому я даже доказывать не буду, просто тождественно то же самое доказательство. Да, доказательство аналогично Тейлору. Тут все понятно. Вот. Теперь, значит, что можно сказать? Давайте скажу еще про, наверное, про бесконечность скажу. Да. Значит, когда мы раскладываем центром в точке А, да, соответственно, ну вот у нас получается какие-то коэффициенты Лорана. Можно еще попытаться раскладывать, ну там, в окрестности бесконечности, да? То есть вы можете взять любое кольцо, в котором находится бесконечность. Ну, то есть это какое-то кольцо типа модуль z минус а больше r маленького, да, а вторая, получается, r большой, это как раз должна быть бесконечность. Вот. Вы можете с любым центром его раскладывать, но, соответственно, когда вы говорите о ряде Лорана бесконечности, у вас правильная и главная часть Лорана меняются местами. Названия сами меняются. Вот. Потому что вы можете сделать замену от на z, например, да? Разложить g от z в нуле, у вас получится там по степеням z правильная часть и главная часть.
И потом вы делаете обратную замену, и у вас получается наоборот, меняется местами правильная и главная часть. Потому что если у вас функция голоморфна в окрестности бесконечности, она должна по отрицательной степени раскладываться, а не по положительной. Вот такой нюанс. Это именно когда просто говорят о том, что значит разложите типы в бесконечности. Просто меняют название. Вот. Ну, мы про это потом чуть побольше поговорим, а пока как раз успеем поговорить про изолированные особые точки. Уже начали про них говорить на семинарах. Давайте, соответственно, поговорим о них на лекции и о связи изолированных особых точек и ряда Лорана в окрестности этих особых точек. Поскольку как раз очевидно, с каждой точкой связано кольцо. Да? А плюс бесконечности они, получается, просто не умели в Тейлоре раскладывать, потому что не обязательно. Что такое производная бесконечности, да? Да. Да. Мы не говорили как бы в Тейлор с центром бесконечности. Вот, как... Ну, то есть Тейлора для бесконечности не существует, а Лорен существует. Так редко говорят, что разложим центром бесконечности в целом, но да. В смысле, можем тоже смотреть функцию f. Да, то есть вы всегда вот можете с этой концепцией воспользоваться одной из этого и раскладывать центром бесконечности, как бы перейти к функции f от единицы на z, раскладывать ее в нуле. Вот. Так, хорошо. Значит, изолированные особые точки. Давайте дадим определение. Значит, точка А, конечная, называется изолированной особой точкой однозначного характера. И отдох. Ну, обычно чаще всего встречается просто иод, но на самом деле это как бы важно, что там вообще-то еще однозначного характера. Мы с вами об этом будем редко вспоминать. Итак, и отдох, если f голоморфна с проколотой окрестности точки А. Да, с некоторым эпсилоном больше. Какой-то проколотой окрестности наша функция была. При этом выделяют следующие типы особых точек. Значит, если существует предел f от z при z стремящемся к А, конечный, то точка А называется устранимой особой точкой. Устранимая. Вот. Если предел есть, но он бесконечный, то полюсом. Полюс. И если предела не существует, то А называют существенно особой точкой. Вот. Ну и вот, опять же, понятно, что раз у нас есть какая-то изолированная особая точка, то вот автоматически у нас есть вот это кольцо голоморфности. Это уже кольцо, правильно? Да? Соответственно, значит, там раскладывается функция Лорана, как мы теперь знаем. И хочется понять,
А как вообще, как-то можно по разложению Вред-Лорана, например, понять, какой тип особой точки, ну или наоборот, да, то есть какая вообще связь между этими вещами? Потому что, ну вот Настя, например, справедливо сказала, что, ну а если точка, если там на самом деле была голоморфность в кольце, это определение нам вообще-то этого не запрещает, да, то ну вроде понятно, что, например, не должно быть никаких других коэффициентов, да, кроме положительных степеней. Что вообще там происходит? Вот интересно, как-то можно отличить порядок Лорана или нельзя? Можно. Ответ можно. Итак, первая теорема, которую мы докажем, это теорема об описании устранимых особых точек. Итак, пусть А изолированная особая точка F. Тогда следующее утверждение эквивалентное. А устранимое, то есть существует предел. Второе. F ограничено в некоторой окрестности А. F ограничено в некоторой проколотой окрестности. Ну, написал штрих уже, да? Не факт, что в той же самой, в некоторой. В соответствующем лорановскому возложении, которое есть, поскольку вот автоматически есть такая окрестность, да, мы уже потребовали, что А была хотя бы изолированной особой точки, нет отрицательных коэффициентов, нет главной части. Значит, CN равны нулю при n меньше минус единицы. Перестала понимать. У нас же тут сейчас не кольцо, а просто круг. Почему? Кольцо. Здесь дырка. Маленькое равно нулю. Тут есть. Дыркой. Проколотая окрестность. Окей. Это кольцо. Просто маленькое равно нулю. А тут мы разве не можем в Тейлора просто изложить тогда? Мы не знаем, голоморфную ли функцию в точке А. Окей, еще. В этом наша проблема, да. То есть только так. Да? И, наконец, четвертое, и, как мне кажется, самое приятное. Оказывается, f можно доопределить в точке А таким образом, что f будет в ней голоморфным. Можно доопределить. Что голоморфный. То есть этот вот последний пункт, он, собственно, в некотором смысле уравнивает точки, которые мы почему-то, в которых мы почему-то функцию не определили, поэтому рассматриваем их как устранимые. И просто вот, ну, вы могли сказать, ну, а извините, а вот вы говорите, что у вас, по сути, любая точка голоморфности, она изолированная особая точка, потому что, типа, ну, проколотная окрестность же тоже голоморфна, да? То есть вроде как я и не отличаю эти понятия, да? Но вот мы понимаем, что на самом деле, благодаря этой теореме, они и не отличаются. На самом деле вот этот первый тип, это на самом деле никакая не особая точка. Итак, ну что, давайте доказывать эту красоту. Ну давайте, из 1-2. Что скажете? У функции есть предел. Да, у функции есть предел. Тогда если мы там определим, то она будет непрерывной на Непрерывно окрестности, на компакте, поэтому она там ограничена. Ну, например, конечно, можно и так, да. Но вообще функция, имеющая предел в точке, локально ограничена, как известно, по определению предела. Ну, там, да, непрерывность и компакт не обязательны в данном случае. Вы себя загоните в случае бесконечно-мерного пространства. В данном случае это не важно, но вы должны понимать эту разницу, потому что в случае бесконечно-мерного пространства шар не является компактом, а локальная ограниченность будет. Логично.
Вы вообще помните, почему она ограничена, если имеет предел? Вы берете определение предела. Типа, да, f от z минус a меньше эпсилон, да, для любого там z, ла-ла-ла. Берете эпсилон равное единице. Ну мы же поэтому на комплане, а не на функоне. Я понимаю, я просто хочу все-таки отметить эту разницу, чтобы, потому что вот вы сейчас это у вас проканало, но суть не в этом. Суть не в этом. Это на функоне уже ничего не сходит. Просто вот видите, это доказательство нового на функоне повторится классическое. Пожалуйста, мы взяли, это верно, эпсилон единицы взяли, все, во всем шаре есть ограниченность. А с компактом не повторится, потому что шар не компакт. Поэтому важно понимать, почему это на самом деле правда все-таки. Итак, 1,2, конечно, очевидно, раз функция имеет предел, то она локально ограничена. Доказательство с первого семестра я вам напомнила. Дальше. Из 2 в 3. Тут нам как раз поможет наше неравенство Каши. Давайте вспомним оценку. Итак, пусть наша f ограничена. Значит, f ограничен. Вот в какой-то окрестности. Правильно? Ну, значит, при ρ меньше, чем эпсилон штрих, у нас m от ρ будет меньше либо равен какой-то просто константе m. Правильно? Раз она ограничена, есть какая-то общая константа. Отлично. Тогда что мы можем сказать про c с индексом минус m? Они по модулю у нас не превосходят, значит, m от ρ на ρ в степени минус m, правильно? Это равно, я напишу теперь наверх. Да? Ну и буду стремить ρ к нулю. Да? У меня же ρ от нуля до эпсилон штрих. Правильно? R маленькое у меня 0. Значит, ρ любое число от нуля до эпсилон штрих. Ну давайте, раз верно для любого, буду стремить ρ к нулю. Так, это меньше либо равно, чем m на ρ в степени n. N положительное, да? Значит, стремлю к ρ к нулю. Получаю, что и это стремится к нулю, потому что оно возведено в положительную степень. Ну, а левая часть никак не зависит от выбора ρ. Следовательно, c минус n равны нулю при n больше либо равно единице. Ура! Значит, получили, что не бывает тогда отрицательных коэффициентов, ну, коэффициентов с отрицательными номерами. Хорошо, ну тогда понятно, как из 3-4, да? Из 3-4. Значит, что у нас, что мы знаем в 3? Мы знаем, что ряд Лорана не содержит отрицательных коэффициентов. То есть в нашей проколотой окрестности точки А у нас выполнено равенство f от z равно cnt на z минус a в степени n, где n только положительные. Да? Раз мы знаем, что нет отрицательных чисел. Как вот тогда определить в точке А? Даже не знаю. Ну, положим c нулевым. Положим f от a равным c ноликовым. Ну, во-первых, получена функция непрерывна, а во-вторых, теперь она задается этим равенством во всем кольце. Ой, во всем круге. Следовательно, вот это вот равенство теперь выполнено в круге, уже не проколотом. Правильно? Функция есть сумма степенного ряда, но мы знаем, что тогда она голоморфна в этом круге. Так, определенная f будет голоморфна в этом круге. Победа. Смогли это определить. Ну и наконец осталось из 4... Да, почему что? c нулевым, а не А кем? нулевым? Потому что те минус а стремится к нулю везде, но есть c нулевой, которого нет в минуса. Как это выглядит? А, c0 плюс c1 на z минус а плюс c2 на z минус а квадрат. Угу. понятно. Да? Ну с нуля. Да, да.
Да. ряд Тейлора. Я не умею считать. Всё. Так, отлично. Ну и остался 4.1. То есть вы можете определить f до голоморфной, почему же у нее есть предел. Ну, это очевидно. Голоморфная функция непрерывная. Вот так вот. Что касается радиуса сходимости, вот теперь и ряда Тейлора, и ряд Лорана, да, на практике, то, что мы уже делали, мы теперь понимаем, почему это было так. Я вам говорила, да, что когда мы считаем радиус сходимости ряда Тейлора в какой-нибудь точке, мы можем просто посмотреть до первой особенности. Да? Мы говорим, вот у нас есть какая-нибудь точка А, вот у нас есть какая-нибудь там другая особая точка, вот, ну, какие-то точки, в которых голоморфность нарушается. Да? И мы говорили, как там посчитать радиус сходимости до точки, центра в точке А ряда Тейлора. Ну, до первой, ну, до Ну, ближайшей. Это ближайшие особенности, мы говорим. Почему? Потому что, ну, если мы возьмем меньше, чем расстояние до ближайшей особенности, то поскольку она голоморфна в большем круге, то она, ну, то есть если бы это был радиус, то она должна была быть голоморфна в большем круге, значит, радиус должен был быть хотя бы таким, противоречие, да? Поэтому получалось бы, что радиус, он не меньше, чем расстояние до ближайшей особенности, да? А дальше второе рассуждение какое? А если он больше? А если он больше? Тогда ведь ряд Тейлора сходится во всем этом круге. Правильно? В частности, в этой точке. Значит, в этой точке на самом деле, ну, значит, есть функция, которая совпадает с нашей функцией во всем круге, но при этом голоморфна вот в этой точке. То есть ее можно определить до голоморфной. То есть это значит, что это как раз таки была устранимая особая точка. И вот теперь мы знаем, что просто если есть предел тут, то значит эту устранимую особенность можно определить до голоморфной, и такие точки, вот они не влияют на определение радиуса сходимости. Сейчас, то есть мы говорим, что у нас получается до ближайшей неустранимой особой. Совершенно верно. Мы так и говорили на семинарах, но было непонятно, почему если есть предел, то будет голоморфность. И я вам говорила, ну пока что мне поверьте, мы это потом докажем. Вот мы теперь это наконец доказали. Понятно. С рядом Лораном все та же самая фигня. И, да, то есть если я смотрю какую-то точку, и я хочу, вот у меня тут есть несколько особенностей, и я хочу понять, в каких кольцах она голоморфна, то то же самое, надо просто провести окружности через эти точки. Мы понимаем, да, что не может там лежать такая точка на границе. Но проводить надо только через неустранимую, потому что в устранимой всегда можно определить, и значит будет обязательно голоморфность в большем кольце. Да, то есть вот устранимые точки, они не будут влиять на радиус сходимости никогда рядом. Ну, мы же сейчас доказали все только для случая, когда у нас кольцо такое, что у нас только выглядит точку внутри, разве нет? Если у нас вот сейчас раскладывалось, мы все точки определяли именно для кольца, которое... Правильно, но рассуждение-то никак не меняется. Вот у вас точка здесь. В ней нет, ну, она, предположим, изолированная, но устранимая. Вы говорите, так, я хочу понять, какой у меня радиус сходимости с центром в точке А, вот какие радиусы кольца, которое здесь. Да? То есть вот я, например, знаю, что через эту точку проходить не могло, поэтому заведомо, значит, нижний радиус больше, чем вот это. Нет, я просто не понимаю, почему в общем случае кольца, если у нас устранимая точка, то мы можем определить и получить голоморфную. Там не отличается ничем доказательством? Ну, потому что функцию-то, голоморфность функции-то, голоморфность в окрестности точки. Типа, мы можем выделить такой более маленький круг с выкладной точкой. В нем она будет голоморфна. А дальше, поскольку она голоморфна в области, которая... Да. То есть смотрите, предположим, вот у меня, я говорю, что радиус больше, чем радиус в этой точке. Я говорю, хорошо, в чем проблема? Проблема в том, что тогда моя функция должна быть голоморфна во всем этом кольце. Значит, что это значит? Это значит, что должна быть функция, совпадающая с моей во всем этом кольце, и при этом определенная в этой точке, являющаяся голоморфной. Правильно?
Но я знаю, что действительно существует окрестность этой точки, в которой, раз она устранимая, в которой я могу свою функцию определить до голоморфной, правильно? Получается, ну вот я и так определю, все, начинаю голоморфную карточки кольца. А значит, действительно радиус тут больше, чем эта точка. То есть мы ее не учитываем при подсчете радиуса. Вот. Ну, я так разглагольствую, потому что я думаю, что, может быть, не надо про полюса говорить. А что вообще делать, если у нас не изолированные особо точки? Ничего. Ну, то есть как мы там определяем радиус тогда? Там же... Никак. Они же не изолированы. У вас не будет ни в какой окрестности голоморфности. Всё, у нас просто неисходимость. Да, не то, что неисходимости. Вы не сможете определить ряд Лорана. Да. У вас не будет, у вас, условно говоря, от выбора ро будет зависеть величина интеграла. Потому что, ну вот у вас там куча особых точек. Предположим, вы нашли какой-то ро, через который не прошла ни одна особая точка. Что-то там про него проинтегрировали. Ну, молодец. Вы возьмете другое ро, а между ними особая точка. Поэтому интегралы не равны. Ну, то есть, получается, мы вот, в принципе, умеем определять только если у нас нет... Конечно, ведь теорема как звучала? Пусть я в голоморфной в кольце. Да. Для этого должно быть кольцо, в котором я в голоморфном. Да. Собственно, потому что там такой ценный не зависит и так далее. А без этого никак. У нас там же и голоморфность используется и в ИФК, и в том, что коэффициент есть, во всем. Вот. Я, честно говоря, думаю, мне кажется, что на сегодня достаточно. Я не очень хочу идти в полюса сегодня. Мне кажется, что за 5 минут я плохо объясню, ну, в общем, мне кажется, давайте уже отложим до следующего раза. Вот так вот. Значит, чего у нас с вами? Через неделю у нас коллоквиум. Все помнят. Организационный вопрос. Есть какие-то? Он будет на лекции, да? Он также будет как контрольная, начинается на лекции, длится 2 часа. Понятно. Соответственно, 2 определения, 2 простых